В России с начала 2022 года по поручению президента страны Владимира Путина IT-отрасль активно поддерживается для ускоренного развития. К примеру, IT-специалисты могут получить льготную ипотеку, отсрочку от армии или обнуление налога на прибыль. Примечательно, что и доходы у IT-специалистов выше среднего по России. Также есть возможность обучаться за счет государства. Проект «Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Он позволяет учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Тема сегодняшнего урока – видеотехнологии. На этом уроке дети рассматривают такие темы, как создаются видео, какого формата они бывают. Есть нейронные сети, нейросети, искусственный интеллект, относящиеся к видеотехнологиям. Окунуться в цифровую сферу могут школьники с 1 по 11 классы. Учащиеся 10 класса Тувинского кадетского корпуса сегодня узнали, какие бывают профессии, связанные с видеомонтажом. Сегодня я узнал о многих видеотехнологиях, как создаются видео и из чего она состоит. Очень востребованная профессия, но я хотел бы туда поступить в дальнейшем. На прошлом уроке писали коды, учили нас, как писать. Но в целом не трудно, если разобраться. Если вы чувствуете в себе цифровой потенциал, можно пройти пробный урок. Нужно заполнить анкету на сайте урокцифры.рф, после чего будет предложено пройти тест в игровой форме. Всего за один учебный год в образовательных учреждениях проводится 5 уроков цифры. К примеру, в сентябре текущего года пройдена тема «Искусственный интеллект в стартапах», партнерами которого были Сбербанк и Академия искусственного интеллекта для школьников. Айдана Хулы, Шалбан Мангуш, Белекоржак, Тува 24.